Салям алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Ачахлав» и я ее ведущая Эльвина Меметова. Мы с вами уже говорили о том, что 2019 год официально призван годом театра. И наш крымско-татарский театр уже в начале сезона удивляет новыми и необычными постановками. Сегодня говорим о спектакле, который затронул каждого зрителя до глубины души. У нас в гостях заслуженный работник культуры Крыма, актер и режиссер Эльмар Аблаев. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Моноспектакль, который был представлен в феврале в Крымско-татарском театре, он посвящен жизни великого выдающегося деятеля нашего народа Бекира Чобаназаде. Расскажите, вы, как человек, который приложил к этому очень много усилий, какую основную сверхзадачу ставили, о чем хотели рассказать аудитории? Да, фигура Бекира Чобанзаде – это настолько многогранная фигура в истории литературы, культуры крымско-татарского народа, что вот так вот одним предложением о нем и не скажешь. Мне для полного погружения в творчество, в биографию этого известного на весь мир тюрколога, блистательного крымско-татарского поэта, мастера образов и слова Бекира Чобанзаде потребовался год для погружения. И только через год я, восприняв информацию, переосмыслив ее, я как-то вот выдал эту пьесу. Да, это именно получилось такое драматическое произведение, где действительно, как вы правильно сказали, персонаж действует и добивается сверхзадачи. Потребовался год. Когда я уже все это осмыслил, когда я придумал, так сказать, этот спектакль, конечно, поставить его было недолго. В общей сложности постановка заняла почти месяц. То есть готовились год, а всего месяц? Да, у нас в кино говорят так, важен очень хороший подготовительный период. Если подготовка проведена тщательно, все готово, тогда на постановку и на съемки не потребуется много времени. Значит, одним таким мазком сказать о Чобанзаде сложно. И этот спектакль – это только лишь проба рассказать о таком великом человеке, который, к сожалению, не является нашим современником. Вот. И думаю, что дальше будут еще попытки, будут еще варианты и спектаклей, и повестей, и романов, то есть литературных произведений. Но думаю, еще и обязательно будет попытка кинематографического осмысления жизни и творчества нашего большого человека, нашего светила. Да, не побоюсь этого слова, потому как именно светилом я его себе и представил его на суд зрителей. Дело в том, что сверхзадача тоже такое понятие очень сложное, то есть к чему мы призываем, что мы хотим сказать этим спектаклем. Я хотел сказать этим спектаклем, что Бекир Чобанзаде был, есть и остается нашим таким символическим Прометеем, который дарил и до сих пор нам дарит свой свет, свет своего знания, свет своего слова, свет своей души. То есть та лампада, которая в конце спектакля уходит в народ, которую проносит персонаж, она именно так аллегорически это и выражает, что его свет жив
и по сегодняшний день. Вот такова сверхзадача. Очень красиво говорите, с вами обязательно нужно согласиться в этом плане. Ну а почему вы выбрали именно такую форму моноспектакля? Каково вообще было работать в этом жанре? Потому что в Крымско-татарском театре впервые было такое. Да, в Крымско-татарском театре это впервые. Я, честно говоря, очень люблю всякие разные эксперименты. Для этого у меня существует и детская театральная студия, где я уже на протяжении почти 15-20 лет занимаюсь всякими разными изысканиями всяких форм театральных. Вот. И в данном случае первая моя работа после возвращения в Крымско-татарский театр была тоже своеобразным экспериментом. Дело в том, что тема, поднимаемая этим произведением, она настолько важна и значима, что прокричать ее нельзя. Ее необходимо так рассказать нашему современнику, чтобы он с ней и ушел. То есть ее нужно вложить не в уши, а нужно вложить в душу нашего современника. Чтобы, уйдя со спектакля, он продолжил думать. Дело в том, что после этого спектакля не важны аплодисменты, когда зритель встает, аплодирует и громко топача выходит из зрительного зала. Этот спектакль направлен на то, чтобы зритель долго не мог уйти еще из театра. Пища для размышления. Он должен думать, потому что Бекир Чобанзаде жил 100 лет тому назад. И все те произведения, которые использованы в этом спектакле, были написаны поэтом 100 лет тому назад. События, происходящие в спектакле, происходили ровно 100 лет назад. И насколько эти мысли актуальны и сегодня, они находят отклик в душах, в сердцах сегодняшних зрителей, наших, моих современников. Я вижу это в отношении к спектаклю, я вижу в тех эмоциях, с какими уходят. По сегодняшний день, уже прошло больше 2 недель, по сегодняшний день не утихает резонанс, не утихает резонанс в прессе, в социальных сетях. Зрители обсуждают, что глубоко западает в душу слова этого автора. И для меня, как для режиссера, очень важно, чтобы сегодняшний зритель не просто послушал эти слова, а услышал их. Не посмотрел, а увидел этого человека, проникся его мыслями, его идеями, его образами. И я считаю, что в данном случае форма спектакля монолога, то есть моноспектакля, наиболее была подходящая к этой теме. Вы еще являетесь и актером этого спектакля, режиссером, автором сценария. То есть как вам вообще удалось одному все это соединить и воплотить на сцене? И вот, может быть, что-то было сложнее всего из этого? Да. Вы знаете, как-то так оно получилось. Вот все сошлось. Я, помолясь, начал работу. Эту большую работу. Это тоже своего рода, монография. Вот у нас есть монография Дмитрия Урсу, да, Чобанзаде. Есть у нас монография нашего известного ученого Сафтера Нагаева. Я, конечно, прочел эти 2 труда. Кроме того, еще читал другую литературу о поэте, литературу, которую написал сам поэт.
Как-то так. Это тоже определенный, конечно, труд драматурга. Дело в том, что, понимаете, я вам хочу сказать одну вещь, как режиссер, я вам скажу, становясь на позицию режиссера. Драматургия всегда отстает от театра. Она мешает театру. Приносят пьесы, приносят очень много всяких разных пьес. И сегодня приносят. Они написаны приемами 70-х годов. Они отстают от театра. Театр мировой, я имею в виду театр, достаточно бодро шагает вперед. Развивается. Есть новые формы, есть новые методы. У нас есть у кого взаимствовать, у нас есть кино, которое, и телевидение, которые сегодня бурно очень развиваются. А театр, конечно, это другой вид искусства, более, как по мне, элитарный. Так вот, драматургия при всем при этом, и в частности наша крымско-татарская драматургия, она достаточно отстает. Она так как-то ковыляет, прихрамывает. И очень сложно сегодняшней драматургии работать. И поэтому я задался целью написать то, что нужно мне. Как режиссер. Превосходно. Вот так. Хорошо. Крымско-татарский театр сегодня он помогает развиваться нашему языку, изучать его. В рамках этой программы мы тоже стараемся выполнять такую функцию. И сейчас предлагаю вместе с нашими зрителями посмотреть уже новый выпуск рубрики про наш родной язык. Среди вариантов заполнения своего досуга можно назвать посиделки в кафе, посещение театров, концертов, ну и, конечно же, походы в кино. Самое излюбленное на сегодняшний день занятие среди молодежи, да и не только. Мерабанус урметлители Серждилер. Здравствуйте, дорогие телезрители! А вы давно были в кино? Ведь сегодня мы порассуждаем именно на эту тему. Кинематограф – это один из видов искусства, который с каждым днем уверенно развивается, оставляя человечеству шедевры кинопроката. Кинематограф на крымско-татарском так и звучит – кинематограф, а вот прокат в данном контексте – ойнатув, ойнатма, ойнатылув, ойнаталма. Ежедневно у нас вызывает восхищение та или иная просмотренная кинокартина, непревзойденная игра актеров, мастерство режиссеров и постановщиков. Кстати, все эти профессии звучат на крымско-татарском языке аналогично, а вот постановщик – саналаштырган, саналаштырыджы или санага хойган. Кинолента, которую человек смотрит с интересом, обладает мощной силой внедрять информацию в подсознание человека. Погружая зрителей в мир иллюзий, кино потенциально может управлять действиями и мыслями людей. Кинолента – кино шерете, кино лентасы, иллюзия – хаял, бош хаял или иллюзия. Психологи утверждают, что просмотр любимых кинокартин благотворно влияет на состояние души, умиротворяет и повышает настроение. Происходит это даже тогда, когда мы смотрим фильм ужасов. Кстати, напомним, что настроение на крымско-татарском звучит как «кейф» – фильм ужасов, «дешет фильма», «корхы» – фильма. Кстати, у любителей кинематографа есть свой собственный день, а появился он, как и само кино, благодаря стараниям изобретателей братьев Люмьер 28 декабря 1895 года. Именно тогда широкой публике представили ленту о прибытии поезда на вокзал Ласёта. Итак, публика Серждилер, изобретатель иджаткяр, иджатчы, кешфиятчы. Когда мы просматриваем кино, мы получаем огромный заряд эмоций или дуэгу, а также стоит отметить, что хорошее кинопроизведение всегда дает пищу уму, поэтому выбирайте только стоящие фильмы, и чувство восхищения не заставит вас ждать. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем выпуске. До скорой встречи и Эликлерде Коришеек.
Дорогие друзья, 2019 год – это год театра, и сегодня мы говорим про наш крымско-татарский театр и новый моноспектакль. Общаемся с режиссером Эльмаром Аблаевым. Скажите, спектакль так успешно прошел, был полный аншлаг, он всем понравился. А как проходила подготовка к нему? Кто работал над ним? Кто приложил руку к декорациям и не только? Расскажите. К этому спектаклю приложил руку очень много людей, несмотря на то, что это моноспектакль. Да. За кадром кто остался? Да, за кадром остались, во-первых, мои единомышленники, которые вместе со мной воплотили эту идею. Это наш художник Зарем Аптет Расинова, художник-график. В спектакле использовано очень много работ художницы, которые привнесли определенный свою энергетику, свой взгляд, свой привкус, я бы сказал, в этот спектакль. Вот. Конечно, населили разными образами мир, богатый внутренний мир поэта. Кроме того, особо хочу отметить участие в моем спектакле гениального крымско-татарского композитора, нашего современника. Это Эльвира Ханум Эмир. Произведения композитора, которые использованы, уже написанные, но и специально написанные для моноспектакля. Также привнесли в спектакль особую атмосферу и ауру, создали тот воздух, которым дышит поэт и которым дышит зритель. Все музыкальные номера, написанные этим композитором, я считаю, что они заслуживают отдельного внимания и отдельного разговора, потому что наша сегодняшняя музыкальная мысль крымско-татарского народа, современная, такая академическая музыкальная мысль, я считаю, находит полную реализацию в творчестве композитора Эльвира Эмир. Кроме того, конечно, были задействованы актеры Крымско-татарского театра, которые мне помогали и озвучивали многих других персонажей, которые существуют закадрово. То есть использованы их голоса, как закадровые голоса. Вот. Это и следователи, это и родители Бекира, это и друзья, это и недруги. Ну, то есть большая когорта людей, которая озвучена в спектакле, скажем так. Конечно, оркестр Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, который исполнил произведение композитора. Но и еще я забыл сказать об одном очень важном человеке, который был сосоздателем моим. Это педагог, известный русовед Шефика Оджа Абдураманова. Дело в том, что Шефика Ханум сделала очень много для создания этого спектакля. От подбора поэтического материала и постоянных каких-то, скажем, таких культурологических инъекций. И с первого до последнего дня в работе над сценарием была со мной рядом, советовала, приложила очень много усилий, и знаний, умений, вкуса, много чего к этому спектаклю. А был ли интерактив со зрителем? И вообще нужен ли он в такой форме спектакля?
Дело в том, что это вы его называете интерактивом. Это не интерактив. Это сейчас такое модненькое такое слово. Интерактив, интерактив на уроке, интерактив с учащимся. В театре это не интерактив. В театре это прямое обращение к залу. На театре существует четвертая стена, и мы, актеры, находимся за этой невидимой четвертой стеной. Существуем как за стеклом в определенном мире, в определенных предлагаемых обстоятельствах. Но иногда, когда это необходимо театру, эта невидимая стена может и отодвинуться, может подняться, может исчезнуть. Что я и сделал. Дело в том, что мне нужно было, чтобы зритель еще полнее, еще лучше воспринял идею этого спектакля, он должен был стать соучастником этого спектакля. Что я и попытался сделать. То есть я попытался втянуть в эту игру зрителя. Дело в том, что когда-то в дни далекой своей юности я испытал такой шок. Когда я смотрел спектакль театра на Таганке Юрия Петровича Любимого, спектакль назывался по пьесе Пушкина «Борис Годунов». И в последний момент, когда реплика, известная, классическая, уже хрестоматийная, вы, наверное, помните, «Народ безмолвствует», вдруг в зале включался свет, и я ощутил, что я действительно соучастник этого преступления, которое совершилось. Я молчал, я не встал, не вскрикнул, не сказал. Понимаете? Здесь немного в другом формате, под другим, как говорится, соусом, но все равно зритель становится соучастником жизни и творчества великого поэта. Это даже привлекает, я думаю. Да. Но название спектакля, оно тоже играет очень важную роль, как и заголовки, вот когда мы, да, с вами знаем. Вот название спектакля в переводе с крымско-татарского «Свобода в душе», да, вот с чем связан выбор? Как вы вот подбирали правильное название, чтобы тоже вот оно отражало всю суть моноспектакля? Да, название автор дает уже, оно формируется не в первый день работы над произведением. Да. Я думаю, что, скорее всего, уже ближе к финальной точке. Потому как в произведении, в названии произведения-то и заложена основная мысль, что ли. О чем? То есть тема, основная проблема, которая существует. А проблема о том, что человек может быть свободным и в неволе. Как вы уже сами сказали, спектакль обсуждают до сих пор, везде он действительно оставил такой большой след в душе. Но вот вы сами довольны результатом? Получилось ли все, что вы хотели воплотить? Ну, совершенно все прям не получилось, конечно, но большая часть получилась. Большая часть получилась. Получилось самое главное, что когда я уже, переодевшись, разгримировавшись, выхожу в фойе через заднее, как говорится, крыльцо, я вижу, что зрители еще стоят в фойе, еще думают, еще обсуждают, самое главное, не спешат уйти. И вот это является показателем. И что еще по сей день обсуждают этот спектакль, и звонят, и пишут, и благодарят, и в личных сообщениях, и спрашивают, когда следующий спектакль. Для меня больше похвалы нет. Я считаю, что это и есть, наверное, что сверхзадача спектакля доведена до зрителя, и моя личная сверхзадача, как крымского татарина, как актера, как режиссера, как деятеля крымско-татарской культуры, она реализована на сегодня. Ну и в конце нашей беседы хотелось бы так узнать, что же вас вдохновляет творить? Вдохновляет творить
Эльвина Ханум, вдохновляет творить жизнь. Мгм. Жизнь – Элементарно, это да? такой уникальный дар, который мы, наверное, даже не осознаем, что такое жизнь. Но когда человек поставлен в рамки, или даже не в рамки, а поставлен перед выбором, перед обрывом, где ты можешь подумать, что дальше тишина, а у меня такой произошел момент в жизни, тогда я решил создать такой спектакль, чтобы я его и написал, и поставил, и сыграл в знак благодарности Всевышнему Аллаху, что я вообще остался жив. Вот как-то так. И у вас все получилось. Это самое главное, я думаю, как от Потому что с зрителей. Божьим Словом началась работа над этим спектаклем. Вот. Самое тоже одно из главных, да? Да. Ну что же, Чох Сагл, с вами было очень приятно пообщаться, и это настолько мы горды, что в нашем Крымском татарском театре крымско-татарский режиссер делает такие замечательные и удивительные спектакли. Будем ждать от вас новых премьер. Успехов вам, Чох Сагл. Давид еткеніңіз үшін çok sağ olыңыз. Көрішкенше. Крышкенчи. Дорогие друзья, ну а наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. В конце, по традиции, наша рубрика «Мудрость ислама». До новых встреч. Салахнин Хаунус. Зам-Зам – колодец в Мекке, под площадью мечети Аль-Харам, на расстоянии 21 метра от Каабы. Глубина колодца 30 метров. В воде Зам-Зам содержится вещество, которое отличает ее от обычной воды. Оно обладает целительным свойством, способствует укреплению клеточной системы организма. Пророк, мир ему, сказал: «Лучшая вода на земле – вода Зам-Зам. Она имеет приятный вкус и исцеляет от болезней». Адат – с арабского «обычай», «привычка». Адат представляет собой совокупность обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах – имущественных, семейных и тому подобных отношений. Ганима – добыча, трофеи, захваченные мусульманами в результате сражения с неверными. Ганима упоминается в Коране в начале суры Аль-Анфаль.